Сағылдаусылар саба яйны эфирде бізгетте қошылғанылар саба шерифлеріңіз қайырлы олсын. Эвелсі біз сізге вәде еткеніміз кібі студиямызда мұсафірлер бар ве әлбетті ки біз спорт ақыналы ферсетеміз, чүнкі сабадан бұл іште субъектлерінің қиметі да арта, чүнкі спорт әлбетті ки бізім сақлығымыз үшін ғайт мұйымдыр. Регби, мұна бойле мерақлы спорт чешіті ақында сіз енді яқшы білесіңіз, мен білесем, чүнкі бұл спорт чешінің векілері енді сық-сық студиямызда бұлыналыр. Бүгін есе біз кенеде шу спорт чешінің популярлығы ақындалы ферсетмеге істейміз. Хусусан кеченлері мерақлы бір фестиваль турнир өткерілді. Тамам бұл ақта небеттекі 15 даққа девамында ла ферсеті жекміз. Бізден айрым олманыз. Студиямызда есе? Студиямызда мұсафірлер ама не айтмаға істердім ки мерақлы спорт чешті дедім ве айны вақытта джидди спорт чешті демеге мүмкін мен белесем. Келіңіз өдіңіз біздің мұсафірлерімізден таныш олайық. Регби федерациясының президенті Вилор Месицкий ве спортчылар Эдем Османов ве Даниил Васильев. Селям алейкум. Хош келдіңіз студиямызға. Как настроение? Как началось утро? Отлично, незабываемо. Как обычно начинается утро студентов? И спортсменов. Проснулись, потянулись. Все. А как же зарядка? Ну, зарядка не всегда получается, когда проспишь. Вилорбей, все-таки советуете своим подопечным делать зарядку по утрам? Обязательно. Я даже сам выполняю зарядку объем. У меня рядом школьный стадион. 40-45 минут я там провожу занятия сам. Другого нет варианта. Мы знаем, что недавно в Симферополе прошел такой фестиваль, большой турнир, где собрались все представители этого вида спорта. Расскажите нам подробнее, что это было за мероприятие? Да, вот это воскресенье у нас проводилось, субботу-воскресенье, 31-1 проводились соревнования. Значит, фестиваль это среди маленьких, будем говорить. Это были команды, значит, Севастополя, Феодосия и наша детско-спортивная школа номер 1. Кухарук Руслан, где тренер. Потом по возрасту до 16 лет участвовали ребята. Это уже первенство Крыма было. Там участвовало 3 команды. Севастополь, Феодосия и мы, Симферополь. И среди взрослых тоже первый тур чемпионата Республики Крым по регби-7. И тоже участвовало 4 команды. Какой уровень подготовки был участников? На достойном ли уровне прошло соревнование? Ну, слово фестиваль, это само собой говорит, где-то там оно, что и участвуют, соревнуются, дети там до 12 лет играли. Это очень отрадно, радует. Но количество команд все равно мало, нам надо расширять это все, увеличивать число занимающихся, поэтому было очень интересно, потому что детский азарт и детский темперамент, он тоже очень прилично смотрится. И в следующий раз мы вас обязательно пригласим, чтобы вы отразили. Значит, постарше ребята уже до 16 лет. Там уже был по-взрослому, почти серьезно. Там уже тоже никто уступать не хотел. В итоге на первом месте получилась команда Феодосия. И среди взрослых, как бы, по регби-7, тоже как этап подготовки, потому что у нас впереди предстоящие соревнования. Это Южного федерального округа, Северо-Кавказского. По регби-7. И спартакиада будет, отбор тоже по регби-7. Молодежи, вот ребята будут играть. Поэтому эти соревнования были важны с этой точки. Ну, команда наша это состоит из студентов КИПУ, КФУ. И еще ребята, вот воспитанники детской и юношеской спортивной школы номер 1, тренер Эбубекир Физиевна. Вот все вместе. Получается, у нас команда неплохая, и мы наконец-то обыграли команду города Феодосия. Это был первый тур, еще осенью будет второй тур. По итогам 2 туров определится чемпион Крыма. И на базе вот этого сейчас сборная формируется, сборная Республики Крым для участия в соревнованиях. Ребят, расскажите, как давно вы занимаетесь регби и почему вы выбрали именно этот вид спорта? Ну, я начал заниматься где-то около 4 лет назад. Выбрал, потому что увидел объявление. Ну, пришел попробовать, понравилось, остался. А до объявления знали об этом виде Нет, спорта? Интересовались? Нет, даже не знал, что есть в Крыму такой вид спорта. Занимался футболом в основном. Пришел в регби, остался.
Ну, а я примерно в конце 2012 года был еще в Донецке, жил. К нам в школу пришел мужчина, который рассказал про этот занимательный вид спорта. И мы с друзьями собрались и пошли на него. И вот до сих пор я играю в регби. Вот последний турнир проходил. Принимали участие в нем? Конечно, конечно. Как впечатление, расскажите? Шикарно, не забываешь. Команды достойные, сражались до последнего. Ну, победить хотел каждый. Мы казались немного сильнее. А так, вообще борьба была равной. Ну, второй тур покажет, кто хочет победить больше. А до этого участвовали в соревнованиях? Да, конечно. В каких? Расскажите подробнее. Спартакиады, универсиады всякие по Крыму, чемпионаты Крыма также. Они участвовали в спартакиаде школьников России, которая проводилась в городе Крымске, Краснодарского края. Это был первый их не такой серьезный часть в соревнованиях, опыт. Тяжело было, конечно, команда молодая, новая. Но ничего, там они отбились, как бы идет. И плюс всякие соревнования. Выезжали среди юниоров, тоже зональные соревнования нашего ЮФО, СКФО. Потом за взрослых тоже где-то на подходе они уже были, играли, тоже участвовали. Вот так, в общем, они набираются опыта. И сейчас уже наряду вот со старшими товарищами они уже играют в одной команде. Хоть и молодые. А какой возраст будет формировать сборную Крыма, которая выйдет уже за пределы республики на уровень России? Например, у ребят есть шанс попасть в эту сборную? Да, 97 и 2000, от 97 до 2000 года рождения это одна сборная получается. Они будут играть, надеюсь, в спартакиаде молодежи России, вот, которая зона будет опять в Анапе в середине мая. И вот посмотрим, где-то в призах года, значит, поеду дальше в финальную часть участвовать. Вот. Ну и также они уже как бы рядом со взрослой командой и тоже примут участие. Тоже отбор будет по регби-7. Вот, Кубок России там получается, первый этап. Пройдем, значит, дальше будут участвовать. Нет, значит, будем дома работать, тренироваться. А сколько часов в день тренируетесь? В день по часа 2. Ну, то есть тренировка 2-3 примерно. А успеваете совмещать это с учебой? Не влияет ли одно на другое? Не очень. Сразу после учебы идем на тренировку, а вечером уже домой. При желании можно все, да, успеть? Да, стараемся. Вилорбей, а на всероссийских соревнованиях какой уровень показывают наши крымские спортсмены? Но вот прошлой осенью в Алуште и Феодосии проводились соревнования, финальной части было. В Алуште было среди федеральная лига, называется, любительских команд, финал был, где участвовало 8 команд. И наши, ну, мы играем в сборную Республики Крым, потому что в Феодосии есть ребята, у нас есть, мы объединились, мы что-то представляем так серьезно. И мы в итоге заняли 4-е место из 8 команд финал. Но не хватило чуть-чуть. Мы проиграли сборной Сибири за 3-е место, там 15-7. Вот. Немного подвела игровая дисциплина. И плюс, ну, не хватило нас, будем говорить. Не весь основной состав был. Кто-то женился, кто-то не доехал. И получается, в итоге мы стали только 4-м. Среди вузов России через неделю проводился уже Феодосия. Там представляла наша команда, это университет, это КИПУ, сборная КИПУ. Тоже, ну, будем говорить, тренировочного процесса не хватило, видно. Игр мало было, и мы в итоге стали 10-ми из 12 команд. Ну, это финал был среди вузов России. Так что, я считаю, тоже неплохо, в общем-то. Вилорбей, как мы видим, этот вид спорта свои границы расширяет, да, как и в Крыму, выходит уже за пределы университетов, каких-то рамок. Что нужно делать и в каком направлении работаете вы, чтобы популяризировать данный вид спорта? И вот если, например, родители сейчас видят нашу беседу и хотят, чтобы их ребенок занялся этим интересным видом спорта, куда им нужно прийти, к кому обратиться, где есть вот такие места, где подготавливают ребят? Ну, в первую очередь, это, так как я сам тоже сотрудник КИПУ,
И второй тренер тоже был Киров. Мы это центр, это будем говорить, в любом случае, это Крымский инженерно-педагогический университет. Тренировки проводятся на базе КИПО. И сейчас вот мы развиваем, и программу разрабатываю я вот в Крымском федеральном университете. Там тоже много вузов объединяющих получается, и много ребят. А, как говорится, студенческое регби – это и есть студенческое регби. Вот. За вот этот период их учебы можно подготовить, и чтобы они принимали участие. Это среди старшего возраста. И нам надо очень, конечно, развивать детское регби, потому что прежде чем прийти в взрослую команду, вот они 4-5 лет занимаются, а вообще должны прийти в взрослую команду 10-12 лет, чтобы он прошел этап подготовки. Вот тогда мы будем достойно конкурировать с другими командами. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы это вот 44-я гимназия, школа. Сейчас вот мы пытаемся там организовать секцию регби, чтобы там у нас Ибрагим Мурат есть, он преподаватель физкультуры в школе и регби. И вот там сейчас, надеюсь, у нас получится. Потом мы тренировки проводим в мединституте, в медакадемии. Нас как бы тоже туда пускают с определенными этими условиями. И там тоже база. Надеюсь, что там тоже можно прийти детям и заниматься. В общем. Вот 2 центра, будем говорить, таких, именно где можно тренироваться. А то есть лучше всего начинать вот где-то с 10-12 лет заниматься регби? Да, даже и с 8 можно, но просто у нас мы не можем еще это все охватить, а ряд условий есть, и объективные, субъективные причины. Вот. Но хочется, чтобы, и с 8 лет это самое оптимально было бы. За границей даже с 6 лет, с 5 лет мальчики и девочки играют. В школах надо развивать, есть бесконтактная игра с ленточками, тег-регби называется. Надеюсь, что мы это тоже внедрим в 2-3 школах, а потом дальше она распространит. Это надо научить физруков в школах, чтобы они тоже полюбили и проводили эти соревнования. Ну, такие планы, в общем-то. А есть ли в Крыму женские команды регби? Ну и вернемся к женскому регби. У нас раньше была команда, сборная КИПУ тоже называлась. Мы играли в чемпионате Украины, там высшая лига по регби-7. И были неплохие эти. Мы 6-ми там становились среди 12 команд. Но сейчас все это надо возрождать. Надеюсь, что будет получаться. Но опять надо с девочек начинать. Ребят, почему стоит выбрать регби? Вот вы как представители данного спорта, например, нашим телезрителям, которые думают, сомневаются, стоит ли заниматься этим видом спорта, почему вы выбрали именно его? Просто стоит попробовать, а дальше уже судить. Регби зарождает такие факторы, которые влияют на силу воли, то есть силу мышления, там, ну, то есть быстро бегать надо, хотя бы поэтому. Азарт, победа. Там можно преодолеть страх и все остальное уже. Бывают ли у вас какие-то травмы на тренировках, либо на соревнованиях? Очень редко. Если правильно группироваться при падении и правильно играть, то редко происходит. Видите ли вы себя в будущем, возможно, тренерами по регби? Будете популяризировать этот вид спорта, как Виларбей? Скорее всего. Все-таки планируете со спортом, да, связать Да, свою да. жизнь? Виларбей, вы что-то хотели добавить по поводу травм, Травмы, да? Да, многие родители считают, что очень травмоопасно. На самом деле у нас этап подготовки идет, который уже уменьшает этот риск получения травм. И это она действительно так и есть. И даже если по травмоопасности оно входит, будем говорить, там десятку, оно не в начале, значит, оно в конце там. Поэтому даже в футболе больше травм сейчас получает, чем регби. И регби такая игра, где даже если он такой незначительную травму получил, игра продолжается, врач оказывает помощь. То есть если это не нужно, не останавливается игра. Но видит, что надо остановить, значит, судья останавливает. То есть вот такая мужская, мужественная игра, где развиваются самые такие все качества, и мужские, и сила воли, и все остальное. Как наш президент нашего университета, Федя Якубович, говорит, не в хоккей играть настоящий мужчина, а и в регби тоже. Да, я вчера смотрел СКА Ленинград и ЦСКА Москва играли в хоккей. Да, за каждый сантиметр идет борьба. В регби то же самое. Никто никому не уступает.
Взрослые ребята играют 2 тайма по 40 минут, 80 минут идет борьба. То есть полноценно. Полноценная борьба на каждой клочке. То есть никто не должен не уступать, иначе проиграть. Вот это То и есть есть можно регби. сказать, что регби закаляет характер, силу Обязательно. духа. И в жизни оно потом помогает. Это я на себе испытал. Мы прошли все, будем говорить, и в Крыму, и вообще. Поэтому у меня большая просьба и желание к родителям я обращаюсь, чтобы они приводили детей, не боялись. Наоборот, я думаю, что у нас все получится. Чок Сагун, спасибо, что посетили нашу студию. Мы желаем вам новых спортивных побед, успехов и ждем вас, конечно же, снова. Уже, возможно, состав сборной Республики Крым будет презентован на студии. Чок Сагун, хорошего Хайрлы дня. күндер. Хайрлы. Сіз сağ Yayınımızны devam etemiz. Saygılı dostlar, ve şimdi növbеттeki kısımga geçemiz. Bir kaç dakikadan soň kene de bu studiyada görüşeceğimiz. Bizden ayrılmanız.